Добрый вечер. В эфире Прайм на канале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные, касающиеся Крыма, всей Украины и всего мирового сообщества темы. И беседуем с людьми, которые наиболее широко и глубоко в них разбираются. И сегодня было бы странно, конечно, пригласить кого-либо в этот прайм, кроме представителей двух стран, которые подверглись российско-белорусской агрессии гибридной. Это Польши и Литвы. И сегодня у меня в гостях достаточно редкий гость, ну, по крайней мере, на нашем канале впервые. Это Дариус Юргелявичус, бывший заместитель министра иностранных дел Литвы. И также, что очень даже кстати, человек, который был советником премьер-министра Грузии в 2012 году еще при Саакашвили. И эту тему мы тоже затронем в сегодняшнем разговоре. То есть все самое актуальное. Селям алейкум, Дариус. Алейкум. Нормально. А как? Как оказалось, у нас с Дариусом очень много общих друзей и знакомых, в том числе Мариус Януконис, двукратный посол Литвы в Украине, потому что он 2 срока тут отбыл. Вот, и сейчас в МИДе работает в Вильнюсе. И также он был послом и в Беларуси. Да. Если можно, я уточню. Да. Первый раз Мариус был советником посла, Да. а второй раз был послом. Да. То есть двукратный, но не совсем посол. Да, ну, в итоге посол. Да. Слава богу. Когда? А сейчас в Министерстве иностранных дел Литвы. И тоже, в общем, я звонил ему перед этим эфиром. Тоже там все озабочены. И, ну, литовцы сдержанные люди. Вот, тем более, если не на дипломатической работе. Но вот у нас Дариус Юргелявич уже не на дипломатической работе. Поэтому он может нам сказать что-то более такое неограниченное рамками дипломатического протокола. И первый вопрос будет очень простой. Куда, как ты думаешь, Дариус, с твоим опытом дипломатическим, политическим, катится этот мир? К чему? Опа. Да. Честно скажу, очень неожиданный вопрос, хотя я скажу честно, я со всеми своими близкими друзьями как раз очень часто сейчас прихожу вот именно к этой глобальной такой проблеме. Куда катится этот мир? Исходя из всего, что происходит вокруг нас и с нами, я думаю, мы идем на какое-то маленькое такое самоуничтожение цивилизационное. Исходя из того, что мы видим за последние 2 года, то есть те вещи, которые человечество планирует, и те вещи, которые от человечества не зависят. Скажем, вот то, что последние 2 года связаны, ну почти 2 года, связаны с пандемией, которая, скажем так, нас, наверное, застигла в абсолютной, то есть неподготовленности. Хотя, если посмотреть историю чуть раньше, в 2015 году еще, Билл Гейтс говорил о том, что теория возможности вот такого сценария развития человеческой цивилизации совсем не исключен. То есть сейчас все включаются эти, значит, теории всяких заговоров и всех таких мистических вещей, что это как бы его и всех людей, которые связаны с ним, и специально придуманная история, которая... Ну, тут можно... Но мы же знаем, что это Билл Гейтс вживляет каждой бабушке чип через... Ну, почему бабушке? Я уже тоже. Тоже, да? Да. Ну, в принципе, я тоже уже. Ну, так что мы тоже уже у Билл Гейтса в руках. Ну, это, конечно, это шутка шуткой, но как бы ни было странно, это имеет совсем реальные основы для существования, потому что есть совсем умные и образованные люди, которые по-настоящему в это верят. И что меня, опять же, толкает на одну простую мысль, что мы по-настоящему каким-то образом теряем восприятие реальности в том смысле, что мы поддаемся движению туда, куда, по идее, люди должны абсолютно двигаться в противоположном направлении. То есть из этой консолидации и поиска общих ценностей и выхода из всех экономических, социальных проблем мы таким образом идем с горы, едем в какую-то абсолютно бездну, которую мы сами не понимаем, что нас ждет. И вот начиная, скажем, с этой, опять же, повторюсь, с пандемии, заканчивая то, что произошло в Афганистане, что сейчас вот на этот конкретный момент происходит на границе Литвы с Белоруссией и Польши с Белоруссией. То есть вещи, которые мы, наверное, несколько месяцев назад бы вряд ли себе придумали, насколько это может быть реально и насколько это серьезно. Скажи, пожалуйста, вот когда, на твой взгляд, сломался этот мир? Не то, чтобы он был когда-то идеальным, но вот для меня точка отрыва этого мира, да, ну, можно 2 точки назвать. Либо это кидок России на Грузию открытый, да,
2008 год. Да, 8 августа 2008 года. Либо это, может быть, скорее уже окончательный был, уже открытый перелом, как в том фильме «Закрытый перелом», открытый перелом, да? Вот открытый перелом мирового устройства, наверное, произошел все-таки в Крыму, когда даже сторонники Путина, даже люди, ну, давайте так честно, вот кроме Джохара Дудаева, который давно это предсказал, что этим закончится, в тот момент никто не верил, что он просто возьмет и скажет, что Крым, Россия, и тупо его аннексирует, присоединит, как он говорит. Все думали, как это гибридная будет история, типа Абхазии, типа там какой-нибудь там Южной Осетии, он придумает какую-то искусственную страну, да, а он взял и сломал так, и посмотрел вокруг. Нравится, не нравится, смиряйтесь. И вот с этого все началось. Нет? Я думаю, что правильно говоришь о том, что это было, наверное, абсолютно такое дезавуирование того, о чем все как бы думали, но все думали о том, ну, окей, может быть, план такой есть. Может быть, они где-то думают, но они никогда не решатся это делать. Конечно. Потому что, ну, есть эти красные называемые линии. Есть, в конце концов, даже этот Будапештский меморандум. Ну, меморандум, окей, это не международный договор, который ты должен соблюдать, но все равно это обязательства и как гарантии приличия стран. такие, да? Ну, то есть, если все время Российская Федерация обвиняет весь оставшийся мир в том, что международное право осталось где-то, значит, больше не является основным, значит, регулирующим инструментом международных отношений, то это самое наглядное доказательство того, что они сами меньше всего и, значит, уважают и соблюдают принципы международного права. У нас крымско-татарский телеканал, нас смотрят люди, либо живущие в оккупации, либо живущие в любой точке мира, в любой точке Украины, но которые точно знают, что произошло с Крымом, у которых нет сомнений насчет, кто воюет с кем, и с какого момента, и которые хорошо помнят, что происходило. А происходило следующее, многие уже забыли, когда Путин ввел войска свои в Крым и еще не признавался, еще признался он через год. В интервью большом. В интервью Да, нет. да. По-моему, Роман Соболюк спросил у него, или в большом интервью, или он спросил у него прямо вот на пресс-конференции, и он сказал, ну да, мы защищали своих русских людей, наша армия там была. Зеленый человечек Да, называемый. а до этого зеленый человечек он назвал. И он же не сразу назначил так называемый референдум, который должен был бы стать основанием для... И 2 раза переносили дату. Переносили дату. Да. Вот как, мое мнение, это связано с тем, что он как такой, как палач, такой палач цивилизованного мира, такого мягкотелого, уставшего, точнее, наоборот, очень мирного, колол в какие-то больные места и смотрел, какая будет реакция. И действовал реактивно, исходя из того, видел он сопротивление этого цивилизованного мира или нет. Крым, так, ну, пример, мне кажется. Смотри, прекрасный. я думаю, что мы прекрасно знаем этот такой общепризнанный посыл о том, что западный мир устал от того, что ему очень хорошо. То есть все уже признают о том, что цивилизация западная, она настолько самодостаточная, что ей больше вот эти все проблемы, которые где-то вот в каких-то там, значит, окраинах, ну, пусть там будет, но только давайте нас каким-то образом обойдите, оставьте нас в покое. Я думаю, что вот на этот расчет как раз был и сделан вот этот шаг, который, ну, давайте опять же повторимся, но никто не ожидал по-настоящему. Это же было абсолютное, то есть наплевательство на то, что мы говорили с 1976 года, с Хельсинского акта о нерушимости существующих границ в Европе. Ну, а сейчас мы наблюдаем, так как с аннексией Крыма прошло уже достаточно времени, мы наблюдаем, на мой взгляд, опять же, следующее. Как в том анекдоте, он немножко пошлый, но я расскажу в непошлом варианте. Приходит муж домой, а там жена и не совсем одетый мужчина. И он спрашивает, а кто это? Она говорит, это электрик. Он говорит, да, в прошлый раз был сантехник. Она говорит, ну жарко же у нас дома. Он идет на кухню, садится пить чай и сам с собой разговаривает. Да, опять это проклятая неопределенность. Да? Вот опять эта проклятая неопределенность. И кто же это стоит за вот этой гибридной атакой на Польшу, а до этого на Литву? Просто на Польшу как-то стало больше известно. На самом деле с Литвой это давно происходит. Да, и вы с этим столкнулись в полный рост уже, да? И это ваша основная сейчас проблема и на внутреннюю политику влияет, и на все влияет, да? Вот. Но даже сейчас мир все еще боится называть вещи своими именами. Хотя все знают, что Аэрофлот возит этих пассажиров, да?
так называемых беженцев. Причем почему-то, как, вот, насколько я понимаю, из Северного Курдистана, из иракского, где на Да. самом деле нормальная жизнь, там нет войны. Курдистан вообще Да, как бы, наверное, самое в том-то и благополучное дело. Регион из всех да, Ирака Ирак, бывшего, да. да? Ну, ты как дипломат лучше меня знаешь, да? И даже, но политкорректность дошла до того, что даже хороший мой знакомый, наверное, и твой, Мантас Адаменос, нынешний Да. замглавы Министерства Нет, да. иностранных дел Литовской Республики, в интервью «Эхо Москвы», ну, не знаю, зачем давать этому «Эхо» интервью Газпромовскому, но это опять, они позвонили, он Ну, как дипломат. Венедиктов как бы считается оппозиционером. Ну пусть несмотря- считается, да, ну окей, да. Но Геббельс тоже, наверное, был в оппозиции Путину, этому Гитлеру, да. Ну, жизнь все расставит по местам, окей. Но он дипломат, все равно он государственное лицо, отвечает на вопрос. И ведущий переспрашивает, так вы можете сказать, господин Доменос, так есть там рука Москвы вот в этой истории с нападением беженцев типа с территории Беларуси? Да или нет, спрашивает ведущий этого пропагандистского гибридного радио. На что Мантас уклончиво отвечает, ну, это не тот случай, когда можно сказать да или нет. Я читал просто стенограмм. Я понимаю дипломатию, все такое прочее, но не пора ли назвать вещи всем нам своими именами и рассказать, что реально происходит? Я хочу, чтобы ты, как человек не на службе, рассказал вот то, что реально говорят люди, которые понимают в политике у вас, в Польше. Ну, я имею в виду трезвых людей, не вот этих к немцам мы потом вернемся еще. Я думаю, что, наверное, Мантас, исходя из того, что он занимает должность, и каждое его, Ну, конечно. значит, Я его каждое его понимаю, слово будет оцениваться через призму официальной позиции. То есть он не может сказать даже то, что он думает. Я думаю, что он прекрасно понимает ситуацию. Но это оставим, скажем, значит, за... Поэтому для журналистов гораздо удобнее бывшие дипломаты. Да. Что я могу сказать? Что в любом случае, если информация является более-менее правдивой, что в Евросоюзе сейчас рассматривают как раз последняя информация сегодняшняя о том, что в санкционный список, значит, совсем вероятно может попасть и Аэрофлот. Вот, как компания, которая участвует в этой спецоперации. А сколько они рассказывали? Бизнес отдельно от политики. Аэрофлот — это Russian International Airlines, это сервис на уровне такой-то, это никакой политики. Мы в Крым не летаем, такие красавцы. Когда нужно стало Кремлю, встали по стойке смирно, приказ получили и повезли. Я думаю, что было бы странно, если бы мы сейчас говорили о том, что Аэрофлот сам решил это делать. Да, по собственной инициативе. Из коммерческих да. Конечно, это коммерция. Рейсы в Ирак, ну это же известная самая коммерческая линия. Эмираты, Ирак, что еще? И Мальдивы, да. Так что я думаю, что и косвенно, я думаю, опять же, если вы смотрели пресс-конференцию вчерашнюю, которая была между, значит, после встречи коллеги Министерства иностранных дел Российской Федерации и Беларуси. К счастью, не видел этого шоу. Перескажи, ну, это неплохое. То есть это Маккей говорил с Лавровым. Они, значит, говорили... Маккей это глава министра МИДа Беларуси. И, значит, и там как раз одна из вопросов был как раз задан про, значит, ситуацию на литовско-белорусской и польско-белорусской границе. И знаете, опять же, вот как ни странно бы звучало, все прекрасно понимают, что для того, чтобы легально попасть в страну, есть контрольно-пропускные пункты. Ты имеешь все документы, имеешь визу, или это безвизовый режим, то есть имеешь, значит, нужные документы, там, страховку, все остальное. Как можно объяснить и нормально, цивилизованно говорить о том, что это нормально, и вы должны пропустить людей, которые нарушают государственную границу? То есть оставим, значит, за полями, значит, разговор о том, каким образом они туда попадают, все остальное. То есть это говорят люди, которые себя провозглашают и дипломатами, и людьми, которые соблюдают все правила такого приличного общения. Но это же очевидная, абсолютно откровенная ложь. То есть если бы эти люди хотели по-настоящему пройти через границу, они бы пошли бы к переходным пунктам. Ну, натурально у них визы нет и все остальное. Но ты сейчас, как значит, официальное лицо, подталкиваешь их на совершение преступления. Да, ты же можешь, в принципе, даже если бы белорусская, скажем так, сторона, хотя их никто не признает, как власть сейчас, да? То есть де-факто это черная дыра. Вообще, вот вы же не признаете белорусскую власть? И Украины никто не признает, да? И вот, ну, есть кто признает. А? Есть кто признает. Ну, окей. Камбоджа, не знаю. Камбоджа нет, я думаю.
Но смотри, даже если вот предположить, что вот он такой оператор, но хотел бы остаться в каких-то рамках, каких-то приличий, они бы хотя бы пропустили их сами, белорусы, через свой КПП. Но дальше, Да, типа, то есть пусть идут есть через же КПП, и там демаркация, литовцы, да. разбирайтесь, Да. где шлагбаум. Где шлагбаум, где видеокамеры, где там проход, где «Здравствуйте, вы кто такой? Я хочу политического убежища». И это бы я еще как-то понял. Но Ну, я они этого не понял. устраивают... Ну, окей, но это Но- хотя бы, скажем, половина по правилам. Да, Так, да, полуправильно, да? Как-то он прошел наш пункт Да. и пошел к вам. Но они устраивают разрушение государственного имущества, штурм границы. Я даже, знаешь, что бы понял? Если бы эти люди, они им подсказывали бы, вот тут есть тропка, там есть тропиночка, и граница же большая. Ну, там леса, реально, там да? это уже было. Да, на, да. на нашей границе Но уже было это. смысл-то в чем? Сейчас про литовский опыт я спрошу именно про литовский. Мгм. Что с Литвой происходило 2 месяца? Потому что поляки только столкнулись, а вы уже давно. Но это делается не просто так, чтобы попали туда какие-то люди. Это делается Абсолютно. демонстративно. Это Абсолютно. нападение, организованное, спонсируемое, как по-английски говорят, государством. Причем, как многим уже понятно, белорусское государство одно на это не способно ни в каком... Да и вряд ли у нее воли на это хватит самой. И так борзеть. храбрость. Да, и храбрости, да. Я абсолютно согласен, Эдуард, с вами. Исходя из того, насколько это сейчас раскручивается на информационном пространстве, Мгм. значит, России и Беларуси, И Russia Today. и Russia всякие, Today, и да. все остальное. То есть это бесспорно вопрос, который был очень хорошо подготовлен, очень детально расписан. Единственное, что меня всегда удивляет в этом случае, то, что каким-то образом все-таки мы имели какую-то информацию, и мы, надо признать, все-таки наивно думали, что они имеют это восприятие, значит, этих красных линий, до которых можно дойти, можно играть Мгм. эту игру, а вот за эти линии зайти нельзя. Это уже все. Но они красную линию с вами еще перешли. И это случилось вот Как когда? раз это раньше, Это еще, сентябрь, да? в сентябре. Расскажи, пожалуйста, о том, как реагировала Литва. От полиции и погранслужбы до политиков, министров, депутатов и общества. И до сих пор реагирует. Это же продолжается, как я Да. понимаю, все. Ну, только, конечно, масштаб, который сейчас происходит с Польшей, это совсем другая история. Нет, туда просто более такой, Скажем, мощный. массу всю сейчас пустили на польско-белорусскую границу, но у нас это каждый день. То есть это цифры, значит, от десятков до сотен. Но для Литвы это серьезное дело. Это сам Да. принцип того, что мы должны каждый день иметь, значит, подготовленных людей, которые стоят на границе, и они реально, то есть это не то, что охрана границы, это реально, то есть отражение гибридной атаки. Это же такая история, когда ты... По-настоящему, это трагедия, когда ты видишь этих людей с детьми, которые хотят попасть, скажем, перейти эту границу. Я не очень понимаю, какие иллюзии у них были, когда они садились в самолет, который летел в Минск. Ой, слушай, да какие угодно. Лапшу Да любую можно да, навесить. окей. Да. То есть, может быть, даже. Но то, что ты видишь этих людей, которые сейчас являются заложниками того же самого режима в Беларуси. Он их привез, потому что они выдали визы, потому что очень, очень цинично звучит такой посыл, когда говорят, они у нас в стране легально. Они отвечают всем требованиям для Ну, им того, чтобы визы получить. дали. Им Им же визы визы дали. дали. И, конечно, они все понимают реально, что белорусские власти и даже изменили, если я не ошибаюсь, порядок выдачи этих виз и упростили. И говорят еще и за денежки. Как, кстати, Мантас Адамян уже сказал в другом интервью, по-моему, что от 5 до 10 тысяч долларов еще и белорусские консулы еще и зарабатывают. Не знаю, в карман кладут, или по Лукашенко делятся, или в бюджет отдают. Но, то есть, я еще даже не удивлюсь, если, учитывая уровень образования людей, которые туда попадают, что они даже поют, что это Европа. Ну, просто нужно вот... Это Европа. Вот пройти вот здесь. Просто, вот да, просто... лесом, и все, да, лесом, это вот лесом пройдете, и да. все, да. Возможно. Да, а потом подвозят к колючей проволоке, высаживают и говорят, вперед, ребята. У нас какая проблема, я думаю, что осталась после того, как мы провозгласили независимость в 90-м году. Мы все-таки наивно думали, что мы можем иметь границу, нормальную европейскую границу, прозрачную, с таким соседом, как Беларусь. И потому у нас физической границы реально это не существовало. Как и у Польши, кстати. Они сейчас только начали строить. То же самое с И нами. вы тоже начали То же строить. с нами. Потому что мы надеялись, что с 90-го года, что с развала Советского Союза, мы перейдем в совсем другое качество отношений. Даже не исходя из того, что, скажем, белорусская ориентация была более-менее, скажем,
после того, как пришел Лукашенко, заигрывание с Западом, потом заигрывание с Москвой, но потом эта идея этого общего государства. Но окей, но все-таки еще была какая-то иллюзия о том, что вернусь к красным линиям. Но же не надо нам, потому что мы не хотим вернуться к этим границам с проволокой, с этими, значит, столбами. Какие же вы европейцы романтичные, добрые романтичные, люди. И даже вы, литовцы, уж которые, казалось бы, такие лесные братья, и такие вы русофобы. А я хочу, вот знаешь, я и литовцев очень уважаю, и поляков очень уважаю, знаю. Но все-таки, мне кажется, у крымских татар, по крайней мере, в последнее время, ну, какой опыт постоянно обновляемый, общение с этим сообществом людей, скажем так, если их можно так назвать. Поэтому у крымских татар есть такая поговорка. Они все гениальные, касающиеся политики, отношений с Москвой. Им по 500 лет этим, по 300 лет этим поговоркам. Одна из них гласит: не опирайся на воду, не верь россиянину. Это древняя крымско-татарская поговорка. Вот если бы знали ее литовцы и поляки, а уж лучше бы еще и немцы с французами, то, может быть, проблем было бы больше. Меньше. Я думаю, что мы, как говорится, к большому сожалению, учимся на своих ошибках. И я уверен, что мы с этим кризисом бесспорно каким-нибудь образом разрешим. И я все-таки надеюсь, что мы не останемся все-таки абсолютно одними в этой борьбе. Я очень верю в то, что европейская солидарность проявится в очень такой конкретной и видимой форме для того, чтобы всем было ясно, что шутить с нами вот таким сейчас образом... испытание проходит европейская солидарность. Это выпробование, как украинской мовы говорят, да? Польша же обратилась же к НАТО. Вы к Евросоюзу тоже, наверное, обратитесь и к НАТО, да? Или как-то все равно вы же бьете в колокола? Конечно. Да? Ну вот вместе уже. Мы уже хотим созвать, значит, Совбез ООН, поэтому это не шутка. То есть это по-настоящему. Я думаю, что мы сейчас являемся свидетелями того, каким образом пытаются расшатать стабильность, которая существует в Европе. Ты сказал про эту вот новость, которую я тоже прочитал сегодня про Аэрофлот, что, возможно, будут санкции против Аэрофлота, хотя до конца я не верю. Почему? Потому что, мы знаем, что Путин совершенно спокойно сбил самолет с огромным количеством не только малайцев, но и голландцев и немцев. И до сих пор политической реакции на это никакой нет, и суд этот длится. Хотя все знают прекрасно, кто сбил, откуда. И, конкретные люди. Да, все знают, все, да? Есть, да. Но как бы опять это проклятая неопределенность, как в анекдоте. Мы живем в этом анекдоте. Политически в этом анекдоте живем. Лукашенко успел еще, значит, напугать. Для Путина он крайне удобен. Вот когда говорят, что он его бросит, я думаю, зачем такого бросать? Такого пса, которого можно показать, он у меня отвязался. Вот, он бешеный, отвязался. А на самом деле там его за углом подкармливать, там, гладить, сахарок давать и опять, значит, запускать. Я тут ни при чем. И Лукашенко уже договорился до того, что он перекроет газопровод Ямал-Европы, если вдруг санкции будут усилены, европейские. Они какие-то будут точно, как бы выхода нет. Тут нету, да. Да? Нету никакого. Сейчас перекрою газопровод. То есть он во все тяжкие. Что он завтра скажет, я вообще не знаю. Но самолет он уже, наверное, посадить не сможет на своей территории. Никто не летает. Да, просто не летает. Да? Но мы никогда не знаем, что эти парни могут придумать. Тем более с таким ресурсом, как ФСБ. Я бы хотел сказать, что и вот в том, что он может перекрыть этот газопровод, и я не очень хочу верить лишь по одной простой причине, что все-таки это большой бизнес. Хотя, исходя из того, что сейчас происходило на газовом рынке, это... Бизнесом не пахнет. Бизнесом не пахнет, по-настоящему. Потому что сейчас идет, как бы, опять же, с другой стороны, война России, такая, не война, скажем, конфронтация России с Европой по вопросу Nord Stream 2. И вот твоя версия, как это связано? Вот где Nord Stream 2 и где беженцы? Где Литва, Польша, где Германия, Франция? А что-то какое-то ощущение, что все это одно и то же. А это и есть одно и то же. Это просто элементарно, это те вещи, которые мы иногда думаем о том, что значит, наши недруги слабы, и они просто ждут, пока мы сделаем ошибки. Они нас провоцируют на это. И они прекрасно знают наши слабые места. Мы элементарно, опять же, вот как когда ты сказал, мы еще романтически имеем восприятие того, что мы можем договориться. Хотя этот период вот такого уже как бы осознанного разговора с нашими соседями, он потерял смысл после того, после 2014 года.
Но и 2014 после года. этого, но вот сейчас-то, вот скажи мне, пожалуйста, вот о чем-то можно с ними договориться, с этими парнями? Вот, ну просто, вот, да, хорошо, давай так просто вспомним, о чем последний раз, какой последний исполненный договор с их стороны? Ну, я затрудняюсь сказать. И никто не скажет. Я затрудняюсь. Тем не менее, и новая американская администрация продолжает говорить за диалог в сфере безопасности с Россией, за диалог в сфере нравственности с Чикатило. Ну, давайте еще поговорим. Я не знаю, есть ли, по твоему ощущению, какие-то, вот твое ощущение для европейцев, по крайней мере, какие-то красные линии, которые заставят даже французов и немцев сказать, ну все, но это уже ни в какие ворота не лезет. Все. Или это уже, даже когда десант будет высаживаться там где-нибудь на побережье Германии, будут все-таки озабоченность какая-то будет. Это вообще такой неплохой сценарий, имеется в виду, что вот такими черными, значит, и красками нарисовал. Я все-таки уверен в том, что вот сейчас будет такой wake-up call, Мгм. восприятие того, что я всегда надеюсь на то, что ну, все же люди, они реально же адекватны, правда? Нет, они просто хотят жить, но Они просто все хотят, это да, понимают. да, да. И я думаю, что особенно, когда сейчас, опять же, вот что меня очень волнует, это то, что мы имеем противостояние сейчас белорусско-польское на границе, скажем, вот по поводу этих беженцев, наша проблема. А еще в Европе есть противостояние между Брюсселем и Варшавой. Вот, конечно, на фоне Это- общей угрозы это вот, так выглядит нелепо. Вот. Да. Это и, опять же, я всегда думаю о том, что эти все вещи, они никогда не бывают просто так. Они совпадают просто вот так вот случилось, что и это, и другое, и третье. Это не конспирология, Это не логика. конспирология, это Это логика, да. То есть, когда ты видишь, что твой скажем, и не то что соперник, но объект твоего интереса и теряет силу, ты пытаешься его еще как можно больше его, значит, ослабить. И, ну, в моем понимании, то, что сейчас произошло, вот это, значит, противостояние, этот конфликт, и это болевая точка между Польшей и Белоруссией, вот по поводу этих беженцев, совсем не просто так. Совсем не просто так, что именно сейчас. Мы видели реакцию Германии, ну, скажем так, не Германии как государства, а один из победившей партий, социалистической, демократической партии Германии, но вообще германские социалисты – это вообще такое горе Европы, я бы сказал так. Если вспомнить предыдущие реинкарнации германского социализма, и Гитлер, пожалуйста, социалист, и Хонекер социалист, и все прекрасные такие люди, миротворцы. Вот. Ну, вот социалист такой по фамилии Шмидт, где-то буква Т, наверное, отвалилась. Вот. Но дело не в этом. Он сказал, что это эксперт в парламенте вот этой партии и так далее. Он сказал, что неплохо бы Украине принять этих беженцев у себя. Да, и как-то помочь, то есть стать такой Турцией. Я напомню, что Турция, вот просто можно по-разному относиться к турецким властям, там, к Эрдогану, к стране. Я, например, страну эту очень люблю, и я понимаю, как им тяжело, когда Путин загнал свои войска в Сирию, когда он там устроил совсем трэш. И к кому же побежали сначала реальные беженцы, не вот эти, а реальные из-под То есть те, бомбежек, которые, да. они побежали в Турцию. И их там 5 миллионов. В Европу просочилось там 1050 или 100, не знаю. И там вой стоит страшный, и правые партии поднялись, и Путин их спонсирует, и все в разнос идет, и все там и так далее, и так далее. А Турция их, ну, как бы, ну, следует отдать должное, да? И он такое предложение делает, так вот, что это значит? Вот должна ли Украина принять это предложение? Наши как бы уже отказались, так довольно невежливо сказали, ну, спасибо, у себя дома в кабинетах размещайте, да? Но почему такие предложения следуют? Чего они хотят? Они хотят перед Россией выслужиться, они хотят... Или сейчас вообще есть такой Рубикон для вот Германии, ну и Франции, наверное? За кого вы, ребята, вообще? Вот сколько можно вот так? Вы за Россию, вот за эту, да? Или вы все-таки за Украину? Как бы там вы ее не критиковали, там, или боялись принять ее в НАТО, или что-то. Ну, есть где-то Рубикон этот. Ну, Эдер, ну опять, вернемся к Nord Stream 2. Да. Вся Европа говорит о том, что это все-таки политический проект, а Германия говорит о том, что это чисто коммерческий проект. Угу. Мы сейчас видим о том, что, ну, сейчас вот на данный момент эта вся ситуация чуть-чуть как бы разрешилась. Но реально-то цены на газ стали космическими. И как бы тут... А газового рынка же не существует. Вот именно потому. Он просто диктует, он ставит ценник.
Да. Какая самая главная история? Никто в России боится того, что в Европе появятся терминалы сжиженного газа. Это альтернатива. У нас мы приняли... Так он и спешит поэтому. Он не спешит поэтому, Да. правильно. Он хочет повесить нас на одной трубе, которую будут включать, выключать. То есть... Очень похоже на наркодилера. И самое интересное то, что все-таки, исходя из того, что мы понимаем, что да, наверное, сжиженный газ на данный исторический момент намного дороже, но у тебя всегда есть альтернатива. И сейчас Путин уже дал понять, что он не намного дороже. Уже не намного дороже. И многие страны думают, черт побери, а чем вот так вот нервы трепать? Он же раньше только Украине нервы трепал в основном, вот этими газовыми войнами. А сейчас вот фронт газовых войн гибридных отодвинулся дальше. Никто не ожидал, что так может быть. Да ну какая новость? Никто не ожидал. Все думали о том, что война между Украиной и за газ и Россией там и останется. Даже опять это проклятый не... Так что ж происходит? Слушай, ну все же, Дарьюс, нормальные люди, все предупреждали. Он вам загоняет этот шланг только для того, чтобы вами крутить и вертеть. Да? Надувать, сдувать вас сам и так далее. Это абсолютно не имеющий никакой окупаемости проект. Абсолютно. То есть те, которые рассчитывают и считают неплохо математику, сколько они вложили денег в эту подводную, значит, трубу. При том, что есть уже построенные газопроводы, их хватает. Да. Это просто элементарно та вещь, которую по-настоящему... Это как страшилка. Сначала она была построена, и идея продали как альтернативу, значит, не очень надежному транзитеру Украине, а сейчас это совсем уже другая история. Но вот смотри, как быстро прогнозы. Все нормальные люди говорили немцам, французам, прочим, закончится шантажом. Закончится реально. Да. И еще это только начало шантажа. Каким образом Путин видит дальнейший шантаж, мы вообще не знаем. Что там вообще, в какие у него за пазухой лежат там, не знаю, грязные бомбы, потоки беженцев, я не знаю что. Но даже начало уже ужасает. И тем не менее, реакция Германии пока такая. Вот как ты наблюдаешь, все-таки меняется общественное мнение в отношении всего этого комплекса дерьма. И то есть начинает появляться понимание, что все-таки что-то не так, что-то разводят нас. Вот как-то так. Ну, я думаю, абсолютно это часть всего вот этого общего восприятия, куда мы идем, вот как цивилизация. Что страшновато стало, страшновато, правда? Да, я согласен абсолютно. Я абсолютно уверен в том, что мы не ощущаем этой глобальности через эти маленькие такие элементы вот всего, вещей, которые происходят с нами. Но шаг за шагом. Маленьким. То есть я думаю, что самое главное, что происходит сейчас, это попытка еще раз разрушить систему безопасности и солидарности Европы и евроатлантической. Вот ты даже сказал, смотри, Трамп сделал все, чтобы рассорить натовские страны, да, Евросоюз. Потом это Брексит, да, в процессе, даже до этого еще был. Значит, затем вот попытки, сейчас ты говоришь, есть проблемы у Польши с Брюсселем. Конечно, есть законы какие-то, Польша не такие принимает, они не нравятся Евросоюзу. Окей, но может что-то не нравится. Но есть общая, четкая угроза, которую нужно осознавать, независимо от ваших текущих разногласий. Все-таки, когда дом спалят, да, ну поздно уже спорить про у кого в комнате, значит, что там висит, да. Я очень-очень верю в то, что этот внутренний конфликт между Польшей и Еврокомиссией... Это идет на второй план. Ну, не то, что это идет на второй план, что найдется, значит, путь разрешения, который, значит, вернет абсолютно нормальную, то есть, роль Польши в Евросоюзе. То есть сейчас это, говорю, это совсем не произошло не так, чтобы вот... Проблема внутренняя напряженность между Евросоюзом, значит, и Польшей, и тут проблема, значит, на границе с Польшей и Белоруссией. Это не так просто. Давай посмотрим на это все с другой стороны. Действительно адский трэш, и что будет дальше, непонятно. Но может быть все-таки это так Путин с Лукашенко все-таки нас готовят к серьезному объединению сопротивления, что у нас есть какое-то время, чтобы, осознав общую угрозу, ну, хотя бы вот эти восточноевропейские страны, да, Балтия, Польша, ну, Венгрию брать не буду, там пока непонятно, там выборы еще будут. Вот. Ну, там, да. Там Виктор Орбан. Я понимаю. Ой, да. это тоже история, такая да. троянская лошадь в Евросоюзе.
Ну вот хотя бы, да, без них даже. Ну вот всем остальным хотя бы. Ну вот Польша понятно, нам понятно, более чем понятно. Польша сейчас тоже, ну и вы, да? Вот хотя бы так. Может, они нас таким образом мобилизуют, и Ну, я это думаю, к лучшему все. что мы уже как бы имеем... у нас в Литве абсолютно нету ни малейшего сомнения о том, что то, что происходит на Донбассе, это война не между Россией Не, у и вас-то нет. Украиной. Вы помогаете нам, у нас на фронте литовские волонтеры, там, и все это я знаю прекрасно. Но есть осознание того, что вообще и Литва может стать... то есть каждому литовцу придется взять в руки что-то. Осознание есть, потому что наша история показывает это. Ну да. У вас же погибло больше 20 тысяч в войне, только Да, но после мы... Второй мировой же, после окончания. Последний партизан и лесной брат был застрелен в шестом Я десятилетии. был в вашем музее оккупации, я был в шоке, конечно, от того, что литовская армия ушла в леса, и только кадровых военных погибло 22 тысячи, по-моему, с чем-то. То есть вы знаете этих людей, ну, не понаслышке, мягко говоря. У нас почти каждая семья имеет Да. отношение к этому, значит, сопротивлению. Ну и, кстати говоря, знаешь, если про Литву говорить, вот вроде как тоже, да, и УПА говорят, вот они проиграли, и они были уничтожены, кто-то в миграции оказался там. Вот в Литве тоже проиграли. Но смотри, Литва и западная часть Украины, да, это те места, куда неохотно ехали русские, куда неохотно ехали на стройки там, да, в отличие от других стран, где их много. Все-таки даже своей смертью и своим героизмом они все-таки принесли огромную пользу своим странам. Эти и УПА, и литовская армия. Что сейчас есть проблемы с россиянами, но все-таки было бы гораздо хуже, если бы той войны и того самопожертвования не было. Абсолютно. Абсолютно. Ну и к тому же и надо сказать, что в нашей вот, значит, нынешней истории преподаваний для, скажем, для вот молодого поколения мы очень акцентируем этот момент вот, значит, консолидации литовского народа и в противостоянии этой оккупации. То есть 50 лет у нас было и правительство в изгнании, то есть и самые большие страны не признавали наши инкорпорации и оккупации в Советский Союз. И когда уже казалось, и все говорили о том, ну что вы тут играетесь, то есть все, о вас забыли. У нас никогда не пропадала эта, значит, надежда о том, что это в один день мы вернем свою независимость. И когда в 90-м году это произошло, то есть это было абсолютно логическим концом вот этой всей оккупации, потому что в народе эта история жила Вот всегда. это, знаешь, почему это важно? И почему я считаю важным об этом говорить, что сейчас тоже, знаешь, у некоторых царит уныние, что вот когда Крым вернется и вообще сколько ждать. Я всегда говорю, что ждать не надо. Если ждать, то ничего не вернется. Надо что-то обязательно делать, но надо твердо верить в то, что справедливость обязательно восторжествует. Надо просто ее приближать как можно. Есть вещи, которые абсолютно исторически доказывают о том, что это неизбежная история. То есть даже тогда, когда, Казалось бы, казалось бы, безнадёга абсолютно ничего, это, как говорил Черчилль, перед тем, как все-таки, значит, зайдет солнце, мы должны дождаться до самого такого темного, значит, момента. Это Черчилль говорил, Да, да? да. То есть самая темная ночь Точно, перед да, рассветом. да. Так что в этом отношении я думаю, что даже при том, что, значит, сейчас это кажется абсолютно нереальным, мы не можем себе позволить усомниться в том, что это справедливое и абсолютно дело, которое не должно даже поддаваться никакому малейшему сомнению. А потом, знаешь, вот война за независимость, она никогда не заканчивается. Вот, по крайней мере, пока существует Россия в ее нынешнем имперском виде, и ты говоришь, вот и Польша границу не строила, и вы не строили, и Украина не строила, и никто не строил границ, да? Мир, дружба, жвачка, перестройка, гласность, ускорение, демократия, Ельцин, Горбачев, да? А потом оказалось, что как бы сколько ни корми вот этого каннибала, он все равно хочет крови. И вот давай так предположим, вот если завтра война, ну, я примерно понимаю, что будет в Украине. Да? У нас, кстати, буквально вот вчера Дмитро Ярош, это руководитель правого сектора, он объявил о готовности мобилизации. Ну, все знают, куда идти. Там есть разные еще, не только правый сектор, есть добровольческие другие структуры, есть армия, в конце концов. И к армии приписаны, например, все мои друзья, которые ветераны, они в резерве. Все, в принципе, знают, что делать, да.
насколько в хорошем смысле слова сейчас мобилизованное, милитаризованное литовское общество? Готово ли оно вот тоже к защите своей земли? Абсолютно. Надо признать, что вот за эти 30 лет своей независимости сумели вырастить поколение людей, которые понимают о том, что «сивит пацум, сивит пация парабеллум». Да-да-да. Знаешь, Мира, готовься к войне. к войне. Это звучит очень, может быть, скажем, не очень популярно в наши такие пацифические времена. Пацифистские, извиняюсь, что так. Но сейчас, что мы видим, это абсолютно оправдалось. У нас есть организации, которые готовят, значит, гражданских людей к защите... Союз стрелков Литвы. Вот, Союз стрелков Я был Литвы. на столетии этой прекрасной Да. организации. Это люди, которые прекрасно понимают. То есть это самые мирные люди, но они обучаются для того, что когда придет момент и надо будет стать, значит, на защиту своей родины, они знают, где и как и что делать. А скажи, молодежь понимает это? Абсолютно. Тоже, да? Абсолютно. Я очень горжусь за литовскую молодежь, которая понимает о том, что все окей, все хорошо, гуглы, все эти айфоны, макбуки, есть одна история, но есть еще история, которая... Несколько гаджетов, которыми нужно уметь пользоваться. Да, то, что надо, которые иметь для того, чтобы ты мог спокойно спать и знать, что если, дай бог, это не надо будет, но ты должен уметь защищать свою родину. Что-то все меньше шансов, что не надо будет. Но я все равно хочу верить в том, что мы не придем к этому такому абсолютно А что ты невозвратному. думаешь? Смотри, хорошо, давай поговорим про хорошие сценарии. Вот плохой сценарий – это война. Ну, нападает он сразу на Украину, на Польшу. Хорошо, пока не ядерная. Ну, вот просто он говорит, хватит. Вот тут не хочу, чтобы были войска НАТО. Я сейчас тут вот вас всех проучу. Беларусь же де-факто включена в империю и так далее, и так далее. Абсолютно, Ну, да. то есть, по логике с диктаторами какая проблема? Все диктаторы же велосипедисты. Они не могут остановиться, иначе они упадут. И они должны обязательно ехать куда-то. Да? Я не слышал такого Да, это хорошее сравнения. выражение. Да. Это оно не мое, но хорошее. Единственное, пожалуй, диктатора два было, которые никуда не лезли вовне. Это был Франко, и я забыл фамилию этого португальского диктатора, которые никуда не полезли во Вторую мировую войну. И как-то досидели до 70-х годов. Да? Вот. Но в остальном все это было не так. И Путин это точно не Франко, потому что у Франко не было идеи возвращать Испанскую империю. Вот. А у Путина, к сожалению, есть, и он это декларирует. Вот что должно случиться, чтобы Путин встал и сказал, все, ребят, я никуда не пойду, все, я, ну, не то что в отставку ухожу, но давайте так, я успокоился. Вот разве есть такой шанс? Ну, так по-серьезному. Я скажу, что уникальность России в данный исторический период является в парадигме их безопасности. То есть, если нормально смотреть, государство вообще строит свою безопасность, исходя, что у тебя у границ должно быть стабильность и процветание. Тогда ты можешь реально чувствовать, что государство является защищено. У тебя обеспеченные соседи, грубо говоря. Да, как в районе ты выбираешь дом, вот да. тут не наркоман с проституткой и террорист живет там какой-то, а нормальный. А вот люди. парадигма российского, значит, восприятия безопасности – это то, что у тебя твои соседи должны жить в страхе и в нестабильности. В таком случае ты можешь тогда абсолютно контролировать внутреннюю политику и внутреннюю безопасность. И это меняет вот восприятие того, что мы никак не можем понять, каким образом поменять ход мысли тех людей, которые стоят за рулем этой большой страны, знаешь, ядерной страны. Мне кажется, тут проблема не только в тех, кто за рулем, но и в тех, кто в салоне. Или в кузове. Почему? Объясню. Вот, наверное, я не встречал ни в одном языке, ни среди никаких народов мира такого, чтобы люди постоянно выясняли, выпив, расслабившись, уважают ли их. Вот это ты меня уважаешь, вот это где еще есть вопрос? Вот как бы люди, понятно, что себя уважаю, я тебя уважаю, все друг. Что выяснять-то? Вот что мы должны эту бутылку водки выпить, вторую, и начать выяснять, ты меня уважаешь или нет, это первое. А второе, вот это русская поговорка. Они, кстати, поговорки, их про них все говорят. Вот это бьет, значит, любит, и вот это бояться, значит, уважать. Я с детства помню эту поговорку. Вот они в этой парадигме живут, и это в мозгах. Я не знаю, как это мирным способом вылечивается. Вот как.
Но я все-таки, я опять вернусь к тому, что я неисправимый оптимист. Я все-таки неисправимый оптимист, потому что я думаю, что для того, чтобы подумать о том, что что-то можно сделать, скажем, на горячем фронте, имеется в виду что-то Надо такое. перепробовать все остальное. Да, и все-таки я уверен, я, может быть, буду звучать и чуть-чуть наивно, что мы не дойдем до такой фазы, когда нам надо будет подумать А о что том. тебя вот в тебе все-таки к оптимизму подталкивает? Вот что ты видишь, слабости России Я какие-то, скажу или что? очень Или силу просто. Запада все-таки? Я скажу просто. Человеческий инстинкт самосохранения. Думаешь, все-таки сработает и Я объединит думаю. европейцев, Я думаю, американцев да. и всех, Я да? думаю, да. То есть это подсознательная история, которую ты никак не можешь убрать из живого организма. Это не научная и как бы, значит, не научно обоснованный подход, но у меня как-то интуитивно мне суфлирует, что они поймут в один момент, когда уже совсем будет на этой уровне, хотя я тоже думаю, что мы не дойдем даже этого, что все-таки это будет уже Все в конец. 1939 году до 1 сентября никто не думал. Да. Все думали договориться, порешать. Ну, судья-то забрал. Ну, Ну, ладно. Ну, Австрия, ну, родственный смотри, народ. ну, Пусть, это да? опять же интересно. Сейчас, когда говорят о Второй мировой войне, ведь какой новый нарратив исторической трактовки этого всего? Какую роль сыграл пакт Молотова-Риббентропа? Это была возможность, и Запад был тем, значит, триггером или, значит, провокатором, который подстегнул Вторую мировую войну. То есть Сталин с Гитлером договорились о том, что Второй мировой войны не будет. Это тот нарратив, который нереально звучит в наши времена, когда Ну, архивы терпение и все лопнуло, остальное. я все понимаю, да? Терпение лопнуло у Запада, но лопнуло, это очень дорого стоило просто. Европе стоило дорого, всем стоило дорого. То есть это трагедия, это трагедия. Сейчас ядерное оружие у людей с таким же образом мышления, как у Гитлера и у Муссолини, теперь есть чем побряцать. Есть право вето в ООН. Как-то вот, знаешь, если была бы, конечно, премия по метафизике Нобелевская, то я бы тебя сразу на нее номинировал. Да, но потому что я тоже подсознательно с тобой согласен, что не может такое быть, чтобы весь этот мир, все эти мозги, все эти ресурсы, все это колоссальное экономическое превосходство. Ну что в России, ну кроме нефти и газа, ну по-серьезному, ни технологий, ничего нет. Ну реально, да? И они зависят от остального мира гораздо больше, чем Советский Союз, который, в общем-то, держался там на гайках и болтах, да? А это же завязано со всем миром. И деньги, и все остальное. Но самое парадоксальное то, что даже во времена Холодной войны никогда не было разговора о том, что Советский Союз перестанет поставлять газ в Западной Европе. Кстати, да. Не было как и такого всерьез не было разговора. ядерного шантажа. По крайней Да. мере, после Карибского кризиса 1964 года никто всерьез не рассуждал о том, что пепел в ядерные там и так далее. Это вот риторика-то вернулась. Когда разговор пошел Непонятно о том, откуда. о этой стратегической инициативе воздерживания, когда, значит, покойная Маргарет Тэтчер поехала и встретилась с Горбачевым, и когда все тут в Советском Союзе, тогда я читал, нагнетали историю, что это стратегическая инициатива, значит, защиты является... Звездные войны. Да, «Звездные войны», вот именно. Мы же в Советском Союзе росли, Да. мы помним, как на политформациях это называлось. И она сказала, извините, у вас абсолютно, вас неправильно информируют, потому что звездная инициатива абсолютно является не ядерной. То, что вам говорят о том, что Запад готов напасть на Советский Союз, применив ядерное оружие, это абсолютно не то. Это была система, но это, по сути, был железный купол. Вот как Железный Израиль купол, использует, да, ну, да. только тот локально, а это глобальный. Вот железный. история, то есть... Надо было достроить. Опять все бросили. Опять подумали, что русский медведь пришел на водопой, поел, да, Попил. поступил в университет, научился играть на рояле. В Лондон поехал. Да, в Лондон поехал. Учиться Окультурился. жить. Окультурился. Да. Почему мы такие дураки? Почему все им поверили? А я не думаю, что мы дураки. Я думаю, что мы абсолютно, опять же, возвращаясь к исходным данным, вообще человеческая натура, она же склонна к тому, что ты хочешь верить лучше. И исходя из этого мы до сих пор строим свои отношения, потому что мы никак не можем понять, что есть люди, у которых это восприятие искажено. Искажено, потому что нормальная человеческая натура говорит, не может стремиться. Не может стремиться, именно. Вот, то есть нормальный человек в любой даже стране мира, не только там восточной, не может стремиться к тому, к чему стремится вот русская душа вот это. Когда он открыто же говорит, границ нет, мы в рай попадем, а вы, ну, понимаешь? То есть это фактически теория высшей расы. Ну, он объединяет людей вокруг вот России,
русская идея – это теория высшей расы. Это типа я имею право на то, на что ты не имеешь. Это Достоевщина такая. Хочу и зарублю, понимаешь, бабушку. Ну, как раз 200 лет сейчас Ну, я и говорю. Достоевскому. Так это, вот, это же, но или современный Достоевский, он умер, правда, Балабанов, это брат 2, это что же самое. Это право, наше сверхправо над всеми. Кто такие литовцы? Их нет. Украинцы, кто такие? Их нет. Кто такие даже немцы? Ну, к немцам они еще так относятся, потому что они чувствуют какое-то союзническое, вот такое ментальное, наверное, еще с давних времен. С Екатерины там где-то с Петра засела. Да? И исторически у них все-таки надо признать, несмотря на то, что, скажем, это и Первая, и Вторая войны были, они были по разные, значит, стороны баррикад, все-таки есть какой-то немецкий уникальный феномен этого, значит, поиска позитива даже там, где его как бы вообще и нет. Да? И вот мы потом имеем вот эту ситуацию, когда мы говорим о том, что Европа единая, и вот только нам надо говорить о том, что давайте подумаем, как нам все-таки решить эту проблему, скажем, вот с этим, опять банально, о газе. И мы говорим, ну, принципиально нам надо иметь альтернативу, нам надо смотреть, как обеспечить, если, скажем, тут будет плохо, вот у нас есть другая. Нет, все окей, вот это, с этой трубой все окей. Смотри, у нас 4 минуты остается, Дариус. Я уж сейчас не будем лезть в Китай и в то, что они там творят на том фронте. Да. На самом деле, они отвлекают сильно. Это второй фронт Америки. И она ее считает первый, этот фронт вообще Америка. Вообще-то, честно скажу, я думаю, что это Китай, это фронт всех нас. Первый фронт. Я бы не отделял его от России вообще, потому что идеи примерно похожие. Может, методы отличаются, может, там что-то но отличается. Но идеи похожи. я когда смотрю, что россияне себя пытаются сделать союзниками Китая, они же прекрасно понимают, у Китая нету союзников. Ну, у слава Китая богу, нету пусть хоть союзников. так. Пусть хоть так, окей. да? Потому что Путину, конечно, страшно с китайцами в любом случае в какой-то плотный союз вступать. Вот. Потому что он уже себя фюрером мнит, фараоном. Но ты понимаешь, что по сравнению с Китаем он никто, по большому счету, экономически. Ну, они сейчас исходят вот из этого, против кого будем дружить. Ну да. Вот этот. Я хочу в Грузию заглянуть. Вот сейчас очень горячие дни в Грузии. Я постоянно там на связи, мне звонят люди, журналисты, политики, рассказывают. Вот буквально перед нашим эфиром мы разговаривали. Вот это видео появилось, где Саакашвили, там, ему же обманули, ему же сказали, что везут его в клинику. Да. Повезли в тюрьму, причем в худшую тюрьму, чем он был до этого, и он сопротивлялся, его несли. Это очень позорные кадры вообще. В принципе, я не знаю, зачем эти кадры распространяет пенитенциарная система Грузии. Мне кажется, тут позорно выглядит не Саакашвили, а они. Но это опять. Это мы так видим. Мы так видим, да. Они по-другому это видят. Да, что происходит в Грузии и чем там может закончиться, у тебя 3 минуты. Тем более, ты был советником премьер-министра Я Грузии. могу сказать единственную вещь, которую я уверен, что все эти процессы, которые происходят сейчас, это возврат, значит, консолидация гражданского общества Грузии к восприятию того, что и суверенитет и независимость... Связано с Россией. Да. И я думаю, что роль Михаила Саакашвили можно по-разному оценивать. То есть у него есть настолько много... Мы его не обсуждаем сейчас. Мы не обсуждаем, да. Но я думаю, что все-таки 2008 год показал то, что... Кто кому враг. Кто кому по-настоящему является кем. Да. И я очень рад, что в те времена, вот еще президент Буш был, значит, у руля Соединенных Штатов, и Европа имела, значит, храбрости и силы показать. Сейчас так подумай, Дариус, вот если бы это был 15-й год Грузия или 14-й. Я боюсь про это думать. Да. Я боюсь. Слушай, Обама заперся просто в вальном кабинете, когда Крым аннексировали. И когда война в Украине. Ну, еще к тому же было очень интересно, что американцы как бы разведывали эту информацию о том, что это произойдет. Мне странно, что они... Это, опять же, говорю, то есть такая информация проскользнула когда-то. Слушай, ну, я уверен, что американская разведка имела информацию и про Афганистан. Тут, мне кажется, вопрос уже не в разведках. Вопрос уже в людях, которые принимают политические решения. Абсолютно. Что все-таки в западной системе разведка сама по себе не работает. Не работает. И армия по себе не воюет сама. Да. То есть политическое решение было, наверное, сказать, окей, смотрим, потому что если мы им начнем помогать, мы сами попадем в проблему. Ну, наверное, знаешь, в чем проблема? В том, что это как, вот знаешь, если в салоне сидят все трезвые люди, профессора такие, там, да, военные, опытные, разумные, интеллигентные, а за рулем
бухарь какой-нибудь. Но нетрезвый, политически нетрезвый человек. Неважно, чем он опьянен. Там, пацифизмом, Гарвардским университетом, левацтвом. Там, я не знаю, чем они могут быть опьянены. Но мне кажется, Путин сейчас занимается тем, что он просто бьет всем по щекам, вот как мент в отрезвителе просто. Вот просто он как бы дает понять, ну я уже и так вас, и этак, и облил вас, и плюнул в вас, и что угодно. Что еще? Я могу с вами сделать все просто. Отрезвеет этот мир, черт. Не сомневаюсь. Да? Не сомневаюсь. Ну, так как я верю в основном литовцам, то Спасибо. я предлагаю нашим зрителям тоже верить литовцам. На самом деле, спасибо, Дарья, что пришел. Вот, на самом деле у литовцев действительно опыт очень похож и на украинцев, и на Харымлы. И так как они не отчаивались, и нам нельзя отчаиваться. Вот. Поэтому на этом, наверное, нам придется попрощаться на сегодня. Смотрите АТР дальше. И я вас прошу, принимайте участие в нашей борьбе информационной. Сейчас самый пик всего этого. Вы видите, сколько лжи, сколько грязи, сколько манипуляций вокруг. И любая правда в эфире, при том, что русские тратят в сотни раз больше денег на это, в 1000 раз больше, чем даже государство, не говоря уже о про небольшие телеканалы. Помогайте нам через Patreon. Пусть немного, пусть сколько угодно. Где бы вы ни жили, в Австралии, в Крыму или там в Херсоне и в Литве. Да. Литовцам отдельное спасибо, я имею в виду граждан Литвы, которые знают про Крым, которые помнят про крымских татар. И тем литовцам, в частности, там, Йонасу Охману, которые волонтерят на нашем фронте и каждый день помогают нашей армии. И это с 2014 года. А они, в отличие от немцев, французов там, и прочих, не раздумывали. Да? Это за тех людей, которые быстро соображают. Вот за такими людьми будет победа. Вот, сомневаться не приходится. Русскому рейху придет кирдык. Смотрите АТР дальше.